Хайырлы күннәр, добрый день. Наша пресс-конференция посвящена городскому семейному фестивалю Рамазан Фест. Безнең матбугат конференциясе ике дәүләт телендә барачак. Безнең матбугат конференциясе Рамазан Фест шәһәр гаилә фестивален уздыру турында уздыруга багышланган һәм мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Йосыф хәзрәт Дәүләтшин, Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарының имам мөхтәсибе, Нияз Усманов, Ният фондының башкарма директоры һәм Айгөл Махьянова, имам хатибның укыту тәрбия эше буенча урынбасары. Йосыф хәзрәт, беренче сорау сезгә, менә бу Рамазан фестның асыл мәгънәсен безгә аңлатып китсәгез иде. Нинди бәйрәм булачак бу? Татарча сөйлим, русча? Татарча, яра. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Безнең Корбан бәйрәменең аның нәрсә дисәк тә үз максаты бар, Рамазан гаетенең аның үз максаты бар. Һәм Рамазан бәйрәменең төп максаты без күрәбез Рамазан аеннан. Рамазан ае ул мөселман тормышында ул хезмәт ае. Менә мәсәлән Сабан туйының мәгънәсе бит инде кеше кыш буе, менә без революцияга кадәр чыккан мәкаләләрне укыган бар инде. Кеше кыш буе өйдә мал туар арасында, аннан соң ниһаять кояш чыга, эш бетә басуларда, кеше шушы бәйрәмгә чыга. Булды, ниһаять эш бетте дип. Менә шуның кебек бер ай буе халык ураза тота. Барыбер аның мәшәкате бар. Шулай бит инде, ул бит 3 көн генә түгел, ул 30 көн ураза тота. Аннан соң ураза тоту гына түгел, кич буе гыйбадәт кыла халык. Ну, дөресен урысча әйткәндә, практически кеше бик аз йоклый Рамазанда. Чөнки төне буе гыйбадәт. Менә соңгы 10 төндә кешеләр яталар 4-тә 5-тә иртәнге. Демәк, төне буе намаз, гыйбадәт. Һәм без күрәбез, елдан ел безнең шушы Рамазанда гыйбадәт кылучылар яшәрә. Яшәрә, хәтта күп кенә балалар әти-әнигә ияреп киләләр, төнге намазларга киләләр. Шуңа күрә менә шушы бер ай буе Аллаһыга гыйбадәт кылып, хезмәт иткәннән соң кеше шушы көнне бәйрәм итә. Менә мин ай буе хезмәт итә алдым дип. Шуңа күрә Рамазанның шатлыгын татыр өчен бер ай аның хезмәтен татырга кирәк. Без аны хәтта кичкенә генә безнең инде дәүләтебездә бөек җиңү бәйрәме бар. Шулай бит инде фашистларны җиңгән көнне билгеләбез 9 майда. Бу бер кичкенә генә шәхси җиңү бәйрәме. Ни өчен? Үз-үзеңне җиңә алдың. Үз-үземне җиңә алдым, нәфсемне тыя алдым дип, менә шушы бәйрәм аның ул иман иясенең тормышында зур урын алып тора. Шуңа күрә безнең инде теләгебез булган иде мәчет кысаларында гына түгел, без бит инде ниндидер 3-4 бабай гына түгел, безнең мәчетләр тулып йөрдек, шулай бит, яшьләр күп, интеллигенция күп йөри, балалар, хатын-кызлар. Шуңа күрә мәчет ишек алдыннан чыгып кысаларыннан безнең шушы бәйрәмебезнең байрагын дип әйтик инде шәһәр өстеннән күтәрү безнең максатыбыз инде. Менә шуңа күрә без бу байракны югалтмаска тиеш. Әллә нинди авыр елларда, мен инде сүз бара Россия империясы астында яшәгәндә, татарлар, менә без күрәбез, журналистларның мәкаләләре бар, язмалары бар. Ничек итеп татар бистәсендә шушы зур, урысча әйткәндә, народный гуляние булган. Бүләкләр таратышканнар, балаларга тәмле-тәмле татлылар таратканнар. Менә ул бәйрәмнәрне шул заманда да үткәргәннәр. Бүгенге безнең Рәсәйдәге мөселманның хәле, татарның хәле ул революциягә кадәр булган түгел. Без бүген күпкә яхшырак. Бүген безнең муфтиләребез, Аллага шөкер, министр дәрәҗәсендә, бүген рәисләребез, шәһәр башлыкларыбыз бәйрәмнең, намазның беренче сафында утыралар, мәчет ачуларга киләләр. Шуңа күрә шундый вазгыятьтә булып, безгә шундый ирек бирелеп тә, әгәр дә без мәчет эчендә пысып кына ятсак, бәлки гаепле псиләр кебек, ул бу җинаять була. Шуңа күрә без чыгабыз, шәһәр күләмендә тырышабыз инде бергәләп, зурлап бәйрәм итәргә. Һәм аны инде коллегаларыбыз әйтеп китер, хәтта безнең сценарийда киләнгән җыеп Коръән укып таралу түгел. Без сценарийны төзибез, бөтенләй диннән ерак булган кеше дә безнең бәйрәмгә эләгә икән, аңа кызык булырга тиеш, аңа күңелле булырга тиеш. Без беркемгә дә утыртып анда, хәзер без сезгә вагаз сөйлибез,
әйдә утырыгыз Коръән тыңлагыз дип без аш үткәрмибез, без бәйрәм үткәрәбез. Әлбәттә ул дини кысалардан чыгармыйбыз без аны, әмма ләкин бөтен кеше ял итеп, рәхәтләнеп, динебезнең матурлыгын күреп, бу мөселманнар гыйбадәт тә кыла беләләр икән, болар ял да итә беләләр икән дип, менә шушы гаетнең байрагы була инде бу. Тукай язган бит бәйрәм бүгеннәрне, менә шуның кебек бездә шуны саклыйсыбыз килә. Юсуф хәзрәт, безнең рус телле коллегаларыбыз өчен әйтеп китсәгез иде рус телендә, телевидениедә килгән. Куда смотреть? Чтобы понять смысл праздника Рамазан, наверное, нужно понять смысл месяца Рамадан. Потому что месяц Рамадан — это целый месяц усердия, труда. Люди постятся целый месяц. Это не 2 дня, не 3 дня. Они постятся целый месяц. Помимо постов, если дневное поклонение — это посты, воздерживание полностью от еды и питья, то вечернее поклонение, то есть когда мы разговляемся вечером, мы не ложимся спать, мы не отдыхаем, мы идем поклоняться. Мусульмане целый месяц собирались в мечетях, и полночи они поклонялись, то есть совершали специальные коллективные молитвы. Потом люди приходят домой, готовят сухур, завтрак во время поста. Поэтому очень мало спали, много трудились. И еще месяц этот поста, именно месяц благих дел. Помимо поста, помимо ночных молитв, люди в этот месяц должны помогать друг другу. Поэтому у нас ифтары собираются, родные собираются. То есть очень много, скажем так, активных мероприятий. И, конечно, люди устают. И вот смысл этого праздника, во-первых, Всевышний на месяц закрыл для нас двери еды, то есть под солнцем нельзя было есть. И вот он открыл. Кстати, в праздник Рамазан категорически запрещается поститься. Это грех. Почему? Потому что Аллах дал тебе этот день, чтобы ты отдыхал, чтобы ты ел, чтобы ты веселился. И поэтому даже запрещается поститься. И вот это как бы такой некий праздник, когда Всевышний вновь открывает перед нами врата вот этих яств, скажем так. И, конечно же, это день, такой небольшой день личной победы над собой. Вот я смог. Потому что у каждого есть эго, у каждого есть свое. Вот это большое «я», и это большое «я», оно никогда не хочет, чтобы его ограничили. Он хочет есть, он хочет пить, он не хочет воздерживаться от брани, от лжи. Потому что смысл-то поста еще мы должны понять, это не просто оставление еды и питья. Смысл поста — это когда, пророк сказал, когда кто-то пытается бранить тебя, пытается, даже в некоторых изречениях говорится, физически нападает на тебя, ты должен сказать: у меня пост. А значение поста — я воздерживаюсь, я не хочу с вами ругаться, я не хочу, потому что именно смысл поста — это не оставление еды и питья, а оставление всего греховного. Если человек воздерживается от хлеба чистого, воды чистой, но в то же время он с этим ругается, с соседями ругается, кого-то обманывает. Вот, например, что касается, на рынках у нас очень много прихожан торгуют, узбеки, таджики, мы им говорим: если вы будете продавать бабушке жимеш и обманывать, это не пост. Это просто чудо голодания, там, может быть, от этого вес поменьше будет, да? Но это не пост, это не поклонение. Поэтому это труд. А вот этот труд, он должен, скажем так, закончиться праздником. И вот в этом смысл праздника. И еще один момент. Вот мы в старых статьях, в архивах находим, как журналисты, они писали про праздник Рамазан, тогда уж не фест был, да, не Курбан Байрам. Вот в Казани, например, я очень много статей читал, они выходили в Татарскую Слободу, они там были такие народные гуляния, детям раздавали подарки, какие-то сладости раздавали. То есть вот, несмотря на то, что положение, может быть, татар, мусульман, скажем так, в Российской империи было намного хуже, чем сегодня, да, они
вот это знамя они не теряли. То есть мусульманская умма должна хранить свои праздники. Не только храмы, там, мечети, да, праздник. Праздник — это тоже знамя. И тем более мы сегодня живем в России, вот в этой огромной стране, да, и вот 7 лет, по-моему, да, 7 лет, да, мы проводим эти праздники, мы пишем письма, просим центральные парки, и никаких этих, скажем так, никто нам не ставит ненужных ограничений. Да, у каждого праздника есть свои правила, и это и безопасность, и вот во время пандемии ограничивали количество. Но, пожалуйста, парк имени Горького, пожалуйста, парк имени Горького. Вот набережная Кремля, мы прямо под Кремлем проводим праздник. То есть исполком города, руководство республики создает нам абсолютно все условия. Пожалуйста. Мы не где-то там в мечетях скрываемся, как скажем так, в чем-то повинные мескин, там, слабые люди. Да, нет, мы граждане этой страны. Мы гордо празднуем наши праздники под Кремлем. Вот национальную библиотеку вот нацелились в этом году попробовать, потому что так как календарь мусульманский на 10 дней короче, у нас праздники каждый год идут на 10 дней вперед. И получается, у нас уже потихоньку холодает. На Курбан-Байрам еще можно в парках. И поэтому вот хотели как-то вот эту красоту нашего города, гордость, национальную библиотеку использовать. И чтобы привить еще любовь, уважение к книге, книгам Алла Верса. Вот, поэтому и выставки будут, ну, коллеги расскажут. Вот поэтому наша цель вот такая, Алла Верса. Рахмат, спасибо. Нияз, расскажите, пожалуйста, вот какие мероприятия ожидаются во время праздника? Что вы запланировали? Микрофон. Добрый день. В этом году у нас праздник посвящен Году семьи. У нас в России объявлен Год семьи, да? И основной сценарий будет связан с семьей. Это от рождения ребенка до счастливой старости. На сцене будет показано обряды именоречения, имя выбора ребенка, выбор имени для ребенка. По сценарию, когда вырастет у нас мальчик, он будет искать невесту. И основным моментом будет это никах и обряд бракосочетания с одновременной регистрацией сотрудниками ЗАГСа. То есть это настоящий никах будет? Да, будет настоящий. Юсуф Хазрат будет читать настоящий никах, будет, да. Еще пару нашли. Да. И сотрудники ЗАГСа зарегистрируют настоящий там брак. Да, нашли пару, выбирали их. Был у нас некий конкурс. Спасибо, хотим поблагодарить Нурсултана и Гузель. Это та пара, которая будет бракосочетаться в этот наш праздник. На сцене, да. И в то же время надо отметить, что у нас сейчас молодежь, живут они сериалами, фильмами, да, и в западной культуре есть такое понятие помолвка. И, к сожалению, многие татарская молодежь путают никах с этой помолвкой. Они читают никах и там через год, через два, через такое длительное время потом регистрируют брак и говорят, вот теперь мы стали женой и мужем. А на самом деле никах это вот все, никах прочитали, это жена и муж. И в то же время я вот в прошлом году был на совещании с сотрудниками ЗАГСа, республиканским, городским были. Они, оказывается, тоже так негативно относятся к этому процессу, когда читают никах, и кто-то сожительствует там, да, долгое время, и потом говорят, что мы сейчас женимся там, да. Или наоборот, старшее поколение, люди в возрасте, они читают никах, а потом брак регистрируют только там после рождения детей, после того, как они нажили имущество, там, когда уже начинают думать ее, как делить, после этого только они регистрируют там, да, в ЗАГСе. И мы в корне не согласны с этим понятием помолвка, да, чтобы молодежь не путала никах и помолвку. Хотим показать, что как это должно быть, как это образцово должно быть, наверное. У нас многие молодые люди придут именно посмотреть, поучиться, да, так скажем, на сцене визуально порепетировать, как они будут представлять себе, да, и
хотелось тоже поблагодарить органы ЗАГСа, как Юсуф Хазрат, нас государство всецело поддерживает. Будет у нас на празднике начальник управления ЗАГС города Казани. И так, по программе, что у нас праздник завершится счастливой старостью. Да. И жили они Долго и счастливо, да. Кстати, вот важный момент. Микрофон. Микрофон еще надо, да. Очень важный момент. Вот ЗАГС по нашей просьбе, они прямо даже, по-моему, как называется, постановление вынесли, да? Да, да. Да, чтобы вот этот выездной ЗАГС, он был действительный. Это не просто театрализованное представление. Это на самом деле, вот, как, скажем так, две большие организации. Это религия и управление ЗАГСа. Мы вот вместе. То есть перед Богом никах сделали и перед государством. И чтобы в будущем мы, мечеть, православие, да, церковь, мы всем говорили, вот перед Богом вы муж и жена, теперь идите в ЗАГС. Вот как Нияз говорил, чтобы не было такого, ну давайте пока поживем, а потом война план покажет. Да? Потому что вот эта регистрация ЗАГСа, то есть перед государством, когда вы семья, это дает намного больше прав и жене, то есть женщине, чтобы не использовали год и потом, ну ладно, извини, мотором, там 3 талака дал. Вот. А это все-таки и имущественные отношения, и другие. Вот поэтому мы, традиционные конфессии, должны призывать молодежь, чтобы они шли в ЗАГС, а ЗАГС со своей стороны, они должны, как сказать, советовать, чтобы и перед Богом у них была правильная семья. Вот это тоже хотели показать на сцене. Шул уақытта бит біздің яшьләр таңын айтып өтәм инде. Никахны әбиләре, бабалар шунда үткәрәләр. Башта әбиләр, бабалар җыеп никах ясыйлар да, аннан соң шул хәзрәт мишә уйлыйлар аларны, теге демо-версия кебек чыга. Тренировка, репетиция кебек була. Безнең бу никах бәйрәмендә Нурсултан белән Гүзәлнең Актаныштан әби байлары килә, бөтен туганнары килә, яшьләр дә була. Бу теге элекке айралары кайбер яшьләрдә никах картлар өчен, туй яшьләр өчен итәләр. Ул да бик дөрес әйбер түгел. Монда безнең бөтенесе бергә, яшьләр дә, картлар да, барысы да бергә булачак. Рахмет. Айгүл, тулырак программа хакында сөйләп китсәгез иде. 10 апреля с часу до 5 намечается праздник. Будут встречать около библиотеки и на набережной ходулисты, пантомима и ростовые куклы от Шаян ТВ. В самой библиотеке будет проходить книжная ярмарка. Книжные издательства будут показывать мастер-классы, продавать книги, новинки показывать. И будет зона для детей, где будут выступать артисты, театр имени Кариевых, сами авторы книг будут читать детям книги свои, проводить разные игры, мастер-классы. Это в течение всего праздника, там по таймингу будет меняться. И в конференц-зале будет проходить также лектории, куда мы пригласили известных блогеров, как Салима Саиди, Азиза Тревел, Ильяс Гимадов, Ханский дом. То есть они будут рассказывать на разный эмоциональный интеллект, путешествия и так далее, на разные темы. Все, что касается семьи, все, что в жизни необходимо. Лекции по полчаса, по 40 минут. Это внутри библиотеки. За библиотекой большая сцена, о котором уже рассказали, сценарий от рождения до рождения, цикличность жизни. Будем показывать. На сцене большой будут выступать также театр Тинчуриных, также будут актеры театра Камала выступать. У нас также приглашены гости, которые занимаются в театре, которые болеют ДЦП. Они тоже будут выступать. Ну и ключевой момент – это наш, получается, никах и регистрация брака. Внизу будут находиться детская сцена и детские зоны. У нас собралось около 100 мастер-классов и торговых центров. Это будет все по набережной расположено. Также активные игры, потому что спорт куда без спорта в семье. Будут аниматоры заниматься с детьми, бегать, прыгать. Будет отдельная зона Туан-Йок, где будут встречать гостей бабушка с дедушкой, проводить мастер-классы, игры. Там же можно будет увидеть колорит татарской деревни. На детской сцене будут выступать, это уже более детское шоу, крия-шоу, шоу мыльных пузырей, шоу сладкой ваты, человек-пружина и так далее. То есть там уже адаптировано под детей, праздник покажем для них. Ну и, соответственно, какие-то другие, как виртуальная реальность и так далее, чтобы
себе занятия нашли все, маленькие, взрослые, большие, так скажем. Для всех есть какое-то занятие. Вот эта программа наша. Дополню. У нас мастер-классы и активности будут поделены на несколько зон. Это будет зона папа-сын и мама-дочь. Тоже мы это связываем, эти игры, эти мастер-классы с годом семьи. Также надо сказать, у нас во время месяца Рамазан объявили несколько конкурсов. Это наш семейный ифтар. Наши братья-мусульмане, семьи направляли нам видеоролики о том, как они проводят семейные ифтары. Наша конкурсная комиссия отбирала лучшие видеоролики, и эти семьи будут награждаться со сцены. Также объявлен был детский конкурс «Мои лучшие 10 ночей Рамазана». Это для детей. Они рассказывают, как они провели, как поклонялись в месяце Рамазан. И этим детям тоже будут вручены хорошие, дорогие подарки, ценные подарки. Вообще у нас праздник будет такой иммерсивный, да, так сказали, уже никак сам у нас вот, главные действующие лица, там жених и невеста, и они будут уже вовлечены в сам праздник. Также зрители будут участвовать во многих конкурсах. Пусть такая интерактивная, иммерсивный сценарий будет. Подарки есть для всех. Подготовили 1000 треугольников для раздачи, 2000 шаров. То есть все с подарками уйдут. И на сцене будет постоянно розыгрыш. Постоянно будем раздавать подарки. Да, и на сцене у нас в течение праздника будут, Юсуф рассказал, что у нас сам праздник Аид, Рамазан бейрамы, ол ашау бейрам күні. И біз бейрам күні оңайынан Қазанның татар халал рестораннары, кафеларынан бірнеше сертификат разыгрывать, чтобы люди могли потом вечером пойти и отпраздновать этот наш праздник в кафе, в ресторанах, халяль кафе, ресторанах. Кстати, насчет названия праздника, как-то в народе вот оно так осталось, Ураза Байрам. И журналисты так пишут, и по телевидению, вот Ураза Байрам. Даже мы так говорим сами, как бы религиозные деятели, но на самом деле, вот если посмотреть значение праздника, на арабском языке и в изречениях пророка этот праздник называется Айдуль-Фитр. В переводе означает праздник еды. То есть фитр — это ифтар, аузашу. Получается, бу аузашу бейраме. А ураза бейраме, ураза — это ашамо бейраме, получается. То есть, если на русский перевести, например, ифтар — это разговение. В книгах, вот именно в изречениях пророка, этот праздник называется праздник разговения, а мы его называем праздник говения, ураза бейрам. Вот надо это менять в будущем. Не надо, это, наверное, все-таки не только я должен решать, но на самом деле вот значение слов немножко получается совсем другое. Нельзя в этот день уразу держать, а это ураза бейрам. Вот. Поэтому наоборот надо кушать, в гости ходить, там, угощать друг друга и так далее, и так далее. Рахмат. Переходим к вопросам. Коллеги, есть вопросы? Ага, хорошо. Коротенько читается, да, но ни разу не слышал никогда, что кто-то перевел смысл, да, вот прямо вот молодожену, да, чтобы вот туда внутрь зашло смысловое значение. То есть мы не все понимаем арабский язык, мы все-таки обыватели, не изучаем, вот, поэтому нам очень важно было бы вот переводы, да, вот как бы это можно было бы более грамотно слышать переводы. Вопрос ко всем. Юсуф Хазрат, вы, наверное, сможете дать. Согласны ли вы с этим? Да, да. Но вы, наверное, ни разу не были на никахе, который я провожу. Был на ифтаре, огромный плакат,
Ну, где-то хотя бы маленький. Абсолютно с вами согласен. И у меня хоть и заочное, я не профессиональный филолог, но заочное образование, да, филфак. Но вот для меня очень важно именно значение всех терминов. Именно. Вот ураза, саум, да, с арабского языка означает воздерживание. Когда ты воздерживаешься от хлеба, но не воздерживаешься от брани, это не пост. Мы просто разрушаем значение поста. То же самое, вот мы о чем говорили, вот фитра садакаса. Кстати, вот сейчас в эти дни очень много спрашивают, а что такое фитра садакаса? Фитра это тоже означает ифтар. Почему перед праздником мы даем этот садака? Все постящиеся, все должны давать постящиеся, да? Два значения есть. Во-первых, через 2 дня Всевышний снова откроет врата еды, то есть начнется ифтар целый день, да? Это праздник. На самом деле, вот даже детям, мамы здесь есть, когда они устают от игрушек, надоедают, мы их убирали. Они на шкафу были, через неделю даешь, и ребенок как будто снова играет с новой игрушкой. Вот Всевышний на месяц закрыл. И знаете, во время поста даже вода вкусная оказывается. Все там вкусно, все вкусно. И вот здесь то же самое. Фитра садакасы, значит фитра, это через 2 дня откроются снова врата еды, а во-вторых, смысл этого садака, чтобы и у неимущих, у бедняков на столе на празднике еда была. Вот поэтому вот эти термины, они важны. Никах – это соединение. Вот каждый никах, я объясняю, это соединение. Это соединение 2 тела, 2 души, 2 жизни, 2 судьбы, 2 характера. Иногда замыкают, да, плюс-минус. Вот это вот понять, объяснить это очень важно. И даже первый никах, в чем был смысл первого никаха? Это Адам и Ева, да, они нашли друг друга, они искали друг друга. И он был, первый никах там был, на небесах, в раю. То есть вот когда начинаешь объяснять, молодежь начинает понимать смысл создания семьи. В чем смысл? Вот это очень важно, я согласен с вами. Да, обязательно приходите к нам все на праздник. Юсуф Хазрат еще подробно, популярно всем разъяснит, расскажет. Да. На сцене, на Да, вопрос. Вот. Рустам Гарич дал поручение по поводу безопасности на субботнем совещании. Я понимаю, что, скорее всего, власти будут отвечать непосредственно за безопасность. Вам вопрос такой. Влияет ли нервная обстановка на настроение мусульман? Считаете ли вы, что из-за неспокойных времен к вам придет меньше народу? Или же вы не видите таких панических настроений? А можно про безопасность отвечу, да? Если да, можете, да. Первый вопрос безопасности, второй вопрос. Да, мы, что касается... Что касается безопасности, мы с МВД, представителями МВД провели 2 совещания, одно выездное, одно у них в кабинетах. Будет усилен наряд со стороны МВД, да, и мы нанимаем ЧОП, профессиональное лицензирование будет охрана, 8 постов охраны будут у нас заграждения, будут металлические металлоискатели. То есть все те требования, которые установлены постановлением, там 42-м Кабмина, они будут все у нас выполнены. И у нас будет, да, есть уже акт от готовности объекта. То есть все меры безопасности мы соблюдаем и, хотел сказать, гарантируем безопасность, да, гарантирует Аллах Тааля такой, да, ну, обеспечили, все меры приняли. А вообще городской праздник, это все мусульмане ждут этот день, да, 30 дней постились, все готовы прийти, все ждут, все пишут, ждут, да, всех ждем на праздник. Да. И что касается душевного состояния, настроения людей, конечно, мусульманская умма не может жить в этой стране огромной и быть вне событий и тревожных, к сожалению, да. Наши многие прихожане уехали и добровольцами, и контрактниками, и мобилизацией. Мы даже халяльная еда, занимались обеспечением халяльной еды, и сегодня приезжают к нам в мечети, кто-то после ранений, мы с ними общаемся, да. Мы практически каждый день молимся за них,
потому что это очень важно, чтобы народ молился за них, чтобы Всевышний помог им, чтобы они в здравии вернулись, да. И то, что произошло в Крокусе, да, конечно, это страшное событие. И у нас, кстати, даже в каком году, вот когда теракт произошел в Казани, мы отменили праздник. Мы все наши, вот мы столько готовились, это же еще надо понимать, у нас нет государственного финансирования, мы ищем финансы, мы привлекаем, мы нанимаем сцену, это все, мы все это сделали, и произошло страшное событие. И мы сразу все собрали штаб и оповестили руководство, что мы отменяем праздник. Что, ну, помните, да, гимназии. Вот, поэтому, конечно, мы живем вместе, и все печали, и все горести мы переживаем вместе, но что касается как бы вот этих праздников, ну, люди не должны уходить в какую-то апатию, панику, да, что мы живем, мы сильные, вот как и президент страны сказал, что нельзя сеять раздор между нациями, да, что мы должны, ну, жизнь продолжается. И особенно вот эти праздники, они нужны нашим детям. Дети должны видеть, что мы живем в сильной стране, никто нас не сломает. Да? И вот даже из выступлений, вот после страшного теракта, когда вот я специально внимательно слушал слова президента, то есть именно посыл был такой. Мы продолжаем жить, мы вместе. И нас никто не сломает. И праздник, он нужен. Тем более это добрый праздник. Да? Люди на самом деле трудились. Дети на самом деле трудились. Вот даже во время Курбан-байрама, вот мне что не нравится, во многих мечетях у нас мероприятия связаны с закалыванием животных. Ну, это вот журналисты лучше меня знают, да? То есть вот все совещания и в исполкоме, да, как организовать правильное, комфортное закалывание животных, да, чтобы мусор не бросали куда-то. Это очень важно. Но наши дети, им не нужна ни баранина, они не любят баранину, мамочки знаете, да? Им это закалывание тоже не нужно. Тем более их надо вообще огораживать от этого, когда там забивают, да, кровь. И вот, а где дети? Где детские праздники? Им надо гулять, им надо мороженое, а не баранину. Вот поэтому мы должны для них это все делать. И поэтому как раз семейный праздник, детский праздник. Если чуть, 100 мастер-классов, там же это все для детей. Поэтому дети самые главные для нас. Если они трудились, постились с нами, пускай празднуют. Это пусть будет наш праздник, наш подарок для них. Поэтому так уж. То есть не ожидаете, да, что меньше народу будет? Ну, надеемся, что придут. До 10 тысяч человек. Хорошо. Да, вообще с каждым годом у нас аудитория все растет и растет, и мы и площадку выбрали побольше в этом году, учитывая на то, что у нас народу будет еще больше. Да. Да. Ну, что касается... Да. Ну, что касается вредно, не вредно, у нас половина врачей говорят, что кофе пить вредно, а сами по 5 чашек пьют. Вот поэтому очень многие прихожане пожилые, у кого проблемы с сердцем, они прямо наслаждаются. Они говорят, вот во время поста ничего не болит. Это какая-то благодать Всевышнего, да? Да. Это первое. Второе, мы всегда перед Рамаданом, когда выступаем, объясняем людям, что впереди месяц не прохлаждений, да, а труда, мы всегда говорим,
у кого есть какие-то диагнозы, например, сахарный диабет, язва желудка и так далее, да, мы говорим, советуйтесь с вашим лечащим врачом. Потому что Всевышний, когда предписал нам пост, он сказал, а кто из вас находится в пути, путник, и болеет, то пусть те дни, которые он не мог поститься, оставит на потом. А есть еще те люди, которые исцеления никогда не будет. То есть у него хроническая язва, у него диабет, он никогда не сможет поститься. Такие, они выплачивают фидья, то есть неимущим за каждый пропущенный день они дают садака. То есть это все есть, это мы все объясняем, и ни в коем случае вот эти религиозные предписания, они не должны разрушать здоровье, благополучие людей. Если врач скажет, абы тебе нельзя поститься, он не должен поститься. Он не должен поститься. Бывает, приходят абилар, они говорят, вот у меня диабет, мне нельзя поститься, ну я хочу поститься, что мне делать? Мы иногда говорим, вот один день попробуйте, 2 дня отдыхайте, потом еще один день попробуйте и смотрите на ваше самочувствие. Вот, им же тоже надо как-то успокоить свою душу, они хотят поститься. Вот поэтому здесь никакого фанатизма не должно быть. А что касается уж каких-то медкабинетов, об этом никто не спрашивал, и все на связи со своими врачами больше. Вот так. Есть ли вопросы? А почему фест, такое модное слово, используется? Не Рамазан Байрам, можно сказать? Мы тоже модные, поэтому... Но фест Кубракинде — это же как бы фестиваль, и я об этом уже говорил. Сценарий наш нацелен на то, чтобы представитель любой конфессии, даже там, не знаю, который даже в Бога не верит, атеист, он нашел что-то свое в этом празднике. Поэтому больше, наверное, фест — это как объединительный, именно вот как значение фестиваль всех народов, всех людей. Больше в этом значении. Может, добавлю, да, тоже? Добавлю? Бізді шақырмайлар анда фэшн ифтарға, мен білмеймін анда қойды. Біз енді аларны көбірек тематик ифтарлар деп айтабыз енді. Шуңа күрә ифтарның төп мақсаты анда ураза тотучылар жиылып бергәләп авыз ачалар. Шуңа күрә ул жиылу, ул күрешү үзе бер гомер дигән татарда. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең яшьләр, алар современный, алар модага да ярәләр. Без әгәр дә бер төркем хәзрәтләр теге дөрес түгел, бу дөрес түгел дип, әгәр дә әйтәбез икән, алар үз тормышлары белән яшәячәк, без үз тормышыбыз белән яшәячәкбез. Алай ярамый. Ләкин без әйтергә тиеш, менә сез үткәрегез, бизнес ифтарлар бар. Менә мәсәлән, бу модный ифтар, анда красивый ифтар, благотворительный ифтар. Мәсәлән, менә безгә чыктылар, нигә 10 меңгә ифтар җыялар диләр. 10 меңгә һәрбер килгән кеше 10 мең түләргә дияр. Ул хәйриягә китә. Шуңа күрә монда без әйтергә тиешбез. Менә монда кыса, монда кыса. Моны чыкмасагыз, карагыз. Файдалы, мәсәлән, мин үткәррим научный ифтар. Әйдәгез галимнәрне җыябыз. Әйдәгез туган тел ифтар үткәрик. Бүтән тел белгечләрен җыйык та рәхәтләнеп бәлеш ашатыйк аларга. Рәхәтләнеп аларга рәхмәт әйтик. Әйдәгез шигърият ифтары ясыйк. Әйдәгез ясыйбыз шигърият ифтары. Бүтән шагыйрьләрне җыябыз да. Менә мин кем әйтмешли, модный иттереп әйтәм инде, с меня поляна, кем әйтмешли, әйдәгез, киләсе елга мин тәкъдим белән чыгам. Әйдәгез шигърият ифтары ясыйк. Әйдәгез журналистлар ифтары ясыйк. Аларның бар бит, журналистлар ифтары бар. Менә әйдәгез зур итеп ясыйбыз. Чакырмыйлармы? Чакырганнар юк әле. Кстати, минем журналист неем бар. Чакырыгыз киләсе ифтарга. Аннарысын менә, мәсәлән, мин үзем ел сайын үземнең туган Сарманда остазлар ифтары үткәрәм.
башлаган идем үземне укыткан укытучыларны җыеп, бөтенесен. Быел администрациягә чыктым, Замглавыйга, мәйтәм, миңа җыя аласызмы банкетный залга бүтән укытучыларны, бүтән пенсионерларны, ураза тотса да тотмаса да 90 укытучы килеп утырды. Аларның шатланулары. Шуңа күрә менә остазлар ифтары, шигърият ифтары, туган тел ифтары ясыйк, әйдәгез. Менә минем хәтерлисез бит инде, туган телгә бик зур булды ни. Һөҗүм инде, һөҗүм. Шулай бит инде. Кем гаепле калды безнең? Шунда. Калды безнең татар телен укыткан укытучылар гаепле калды. Шулай бит инде. Прокуратура килеп шул укытучыларны тикшерде. Аларга булай да авыр. Менә шул вакытта, мәйтәм, менә шу бүтән татар тел укытучыларын җыеп, бер рәхмәт әйтергә яшыларга. Менә сез рәхмәт. Ничә ел сез туган телебез өчен, сез бит көрәшәсез, сез сеңдерәсез. Алардан гаеп, аларны критиковать итү түгел. Анда бит үзебезнең милләттәшләр дә табылды. Дөрес укытмаганнар, укыта белмиләр дип. Менә нигә мәсәлән үзебезнең татар теле укытучылары белән зур ифтар эшләмәскә? Безнең бар заллар 200 кешегә, 300 кешегә. Аның акчасы табыла. Шуңа күрә минемчә монда ничектер аларны гаепләп утырырга карый, киресенчә безгә менә шуларны кулланырга кирәк. Фәнни ифтарлар ясарга кирәк. Нигә бөтен галимнәрне җыймыйбыз? Әйдәгез җыйык. Анда ниндидер бер чыгышлар булсын, ул бит кызык, ул бит аралашу бит ул. Шуңа күрә эшләсеннәр, һәркем, ләкин кысаларны бозмасыннар. Кояш байганчы ашамасыннар. Кояш байганчы су эчеп утырмасыннар. Менә шул гына. Без шатланабыз. Идеялар килә, кызык фикерләр килә. Менә без, мәсәлән, үзебез мәчеттән бөтен дини үзәкләр бар бит, балалар белән эшли торган, детский творческий центрларны. Менә без ничә 40-лапмалар. Без шуларның бөтенесен җыябыз. Үзебез инициатива белән чыктык, ел сайын без аларны җыябыз. Фикер алышабыз, төрле идеялар чыга. Һәрбер үзәк үзен тәкъдим итә. Менә без шундый үзәк, шулаймыни, без бит белмидек, сезне Чаллыдан киләләр. Республика ифтары бар. Менә шуңа күрә минемчә ул хәерле күренеш. Ләкин бераз гына, кайбер җирдә корректировкалар, бераз гына дөрес якка юнәлтү кирәк. Булай без алар белән. Ләкин фэшн ифтарга чакырганнар юк, белмим. Рәхмәт. Сораулар бармы? Есть вопросы, коллеги? Төгәллибез матбугат конференциясын. Йосыф хәзрәттән әйтер сүзегез калмадымы? Әйтер сүзе шул инде, без инде бөтен шәһәр халкын, милләттәшләребезне, татар милләтеннән булганнарны да, башка милләт вәкилләрен дә чын күңелдән үзебезнең бәйрәмебезгә чакырабыз. Килегез, әйдәгез, бергәләп бәйрәм итик, аралашыйк, дус булыйк, бер-беребезгә изге дуга кылыйк. Аллаһу Тәгалә киләчәктә дә илебезгә, җиребезгә матур итеп, дус булып яшәргә насыйп итсен. Хәерле киләчәк бирсен. Рәхмәт. Рәхмәт, барыгызга.